Али Абег из Авадского района Аксуйской области Восточного Туркестана дал показания о своих родителях и братьях, с которыми не виделся с 2016 года. Сообщив, что не может установить связь со своими родителями и 6 братьями, некоторые из которых были приговорены к тюремному заключению, Али Абег сделал следующее заявление. «Мой отец, 79-летний Абег Сауд, муадзин мечети, был приговорен фашистским режимом Китая к 7 годам тюремного заключения за то, что сказал, что утреннюю молитву следует совершать вовремя. Я не знаю, каково положение моей 63-летней матери Хайринисы Омар. Я не знаю, где сейчас мои братья Абдульгани, Абладжан, Муминджан, Амрула, Юсуфджан и Абдульхаким. Мне удалось узнать, что некоторые из них были приговорены к тюремному заключению на срок от 4 до 7 лет из-за того, что получали религиозное образование. Мой брат Абдульхаким, обвиненный в религиозной пропаганде, был приговорен к 7 годам лишения свободы вместе с женой и тестем. Али Абег, который обратился к китайскому режиму, совершившему преступление против человечества и геноцид в отношении уйгуров и других тюрков, потребовал предоставить информацию о своих родных и семьях других уйгуров. Он также призвал международное сообщество оказать поддержку в решении данного вопроса. 19 американских конгрессменов обратились к президенту Диснея с требованием осветить отношения кинокомпании с представителями службы безопасности и политической пропаганды Китая при создании фильма «Мулан». В письме, опубликованном 11 сентября, компанию попросили объяснить, почему они решили снять некоторые кадры из фильма «Мулан» в Восточном Туркестане, где происходит геноцид уйгуров, и как компания сотрудничает с органами общественной безопасности Китая. Конгрессмены раскритиковали Дисней за сотрудничество с китайскими официальными лицами, которые замешаны в преступлениях против уйгуров. Письмо было опубликовано на странице в Твиттер-аккаунте Комитета Конгресса США по Китаю. Среди тех, кто подписал письмо, был и республиканец Марко Рубио. Вирусолог из Гонконга доктор Ли Мэнь-Янь, сбежавшая в США, рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса. Женщина утверждает, что может оказаться в числе исчезнувших информаторов. Янь пояснила, что, по ее мнению, власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом. Она также пояснила, что ее руководители, известные как некоторые из ведущих экспертов в этой области, игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни. Доктор Ли Мэнь заявила, что утверждения о том, что COVID-19 появился на рынке животных в Ухане, были ложью и обманом. Кроме того, университет Гонконга, в котором работала вирусолог, убрал страницу бывшей сотрудницы с сайта. В китайском посольстве утверждают, что никогда не слышали об этом человеке и отвергли все обнародованные ею данные. Правительство Китая объявило о новых ограничениях на деятельность американских дипломатов, работающих в материковом Китае и Гонконге. В заявлении, опубликованном поздно вечером в пятницу, представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что правила будут применяться к высокопоставленным дипломатам и всему другому персоналу в американском посольстве в Пекине и консульствах по всему Китаю. Никаких подробностей о новых ограничениях не сообщается. Однако представитель заявил, что Китай поддерживает нормальные обмены и сотрудничество между всеми секторами двух стран и сказал, что ограничения могут быть сняты, если США отменит меры, введенные в октябре прошлого года. Ранее США отменили визы более чем 100 китайским студентам и ученым, которые, по мнению спецслужб, связаны с китайскими военными.